наш субботний пятничный вечер. Международный фестиваль «Гастрономические сезоны» состоялся в Монако с 18 по 20 октября. Этот фестиваль проходит ежегодно, как во Франции, так и в России. Принимают в нем участие лучшие шеф-повара со всего мира, которые делятся своим мастерством и через кухню знакомят посетителей с культурой разных стран. Нашу страну, да и республику, представлял Сослан Коков. О том, полюбилось ли осетинские пироги иностранным коллегам, мы узнаем из первых уст. У нас в гостях Сослан Коков. Добрый вечер. Спасибо, что сегодня пришли. Ну, рассказывайте, вообще, как прошла поездка? В целом, вы довольны? Конечно, доволен. Очень интересно. Монако очень красивый. И вообще фестиваль был замечательный. Вот. Ну, вообще ощущения супер. Так, тогда давайте поподробнее рассказывайте. Вообще, как вы узнали об этом фестивале? Как вы попали на этот фестиваль? Ну, я работаю в одной из крупнейших компаний Осетии в ресторанном бизнесе. Вот, у нас есть опыт участия в подобных мероприятиях, разных гастрономических турах, лекциях, мастер-классах. Вот. И основатель, организатор гастрономических сезонов этих, кстати, наша землячка Наталья Марзоева, она направила приглашение нашему учредителю, Казбеку Руслановичу Цаликову. И уже руководство предложило мне поехать туда. Ну, я с радостью, конечно, согласился. С радостью и с такой небольшой тревогой. Но все-таки представлять не только компанию нужно, но и Осетию в целом. Ну, коль вы уже заговорили о Наталье Марзоевой, я думала чуть позже, но давайте тогда сейчас мы с ней по скайпу связались, она нам чуть подробнее расскажет об этом фестивале, вообще где он будет проходить в следующем году, в чем цель и задача этого мероприятия. Я думаю, мы ее послушаем, а потом продолжим нашу беседу. Как скажете. Здравствуйте, рада всех приветствовать. Спасибо большое за ваш интерес также. Гастрономических сезонов могу сказать, что, наверное, впервые они были все-таки организованы и проведены во Владикавказе. Это был 2009 год, и проходили они в рамках фестиваля Монпарнас, когда мы впервые привезли 2 французских шеф-поваров. Сегодня, в этом году, прошли, наверное, уже это был 9-й год сезонов. Как обычно, мы собрали шеф-поваров из разных городов России, из разных стран. Мы расширили географию наших сезонов. В этом году участвовали и Таиланд, и Испания, и Франция, и Монако, и Россия. Но еще одной особенностью фестиваля стало участие российских производителей, которое проходило, возможность этого участия стала благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства России. Основной целью фестиваля является, конечно же, продвижение культуры страны через ее гастрономическую традицию и через обычаи застолья. Мы говорим о том, что любая страна, и познать ее, еще один из способов познания культуры, это ее гастрономия, ее продукты, ее традиции, которые складывались веками. И еще, наверное, один из аспектов важнейших нашего фестиваля – это именно обмен опытом между шеф-поварами. Я думаю, что нам это удается. Фестиваль будет продолжать свое существование. На следующий год мы также будем проводить, скорее всего, во Франции или в Монако. И всегда будем рады, если в нем будут участвовать шеф-повара из Северной Осетии, также производители из Северной Осетии. Это большая возможность рассказать о том, что мы делаем, и о том, какие возможности мы можем представить и как можем дальше продвигать нашу продукцию. Хотела еще раз поблагодарить за участие ребят, и спасибо большое Казбеку Цаликову за то, что он всегда отвлекается на наши проекты. Спасибо и всем успехов! Спасибо большое, Наталья. Но вот Наталья сейчас сказала, что был такой обмен опытом. Да, что вы для себя вынесли из этого фестиваля? Что-то было такое, что вы вот не знали? Вы все-таки профессиональный повар. Ну, конечно же, в разных странах. Нет предела совершенства. Ну, конечно, да. Кто-то что-то новое. Ну, в принципе, да, фестиваль что было, да, всякие разные шеф-повара с России, с Франции, с Испании. Они все приехали со своими авторскими блюдами, да, авторское меню были. И, естественно, каждый что-то готовил. А что-то вас прям удивило? Ну, есть у них, конечно, всякие такие вот заморочки, знаете, даже вот элементы молекулярной кухни, знаете, вот такие вот. Они, в принципе, все, что готовили, там вот эти элементы всегда присутствовали. Ой, что это такое? Вот здесь можно поподробнее? Ну, это, знаете как, ну,
нам это не особо знакомо, здесь это не практикуется, да, у нас в Осетии особо. Вот. А так это та же самая еда, просто всякими пищевыми добавками. Добавляют, расщепляют, да. Ага, там, допустим, один шеф-повар, он готовил, блюдо у него было там копченый осетр, волован с копченым осетром, черной икрой, да, и вот он из яйца там несколько ингредиентов сделал, там он его как-то добавил, волован сделал из желтка, там из белка мусс сделал, потом еще какую-то там сделал крошку для украшения, все такое. Ну, действительно, какой-то праздник был гастрономический. Это вообще, был праздник. Да, российский-то рынок знаком с осетинскими пирогами, да, а вот для заграничного, за границей как оценили наши осетинские пироги? Вообще для них, они знакомы с ними? Ну, российские коллеги наши, конечно, они все знают осетинские пироги и любят осетинские пироги. Мне даже удалось провести небольшой такой мастер-класс. Ну, я готовил, делал, они все стояли, смотрели внимательно, наблюдали. Но сделать, конечно, не побоялись. Тесто такое пышное, прям вживую было. Побоялись они таким тестом делать. Вот. А для иностранных шефов наше блюдо было настоящим открытием. Открытие было, да? Да, ну они прям в восторге были на самом деле. Они спрашивали технологию приготовления, историю этого блюда и все такое, что было очень приятно на самом деле. Ну, я с радостью и гордостью, конечно, это все рассказывал. Секреты приготовления теста, историю этого всего и значимости вообще осетинских пирогов для осетинского народа и нашей культуры в общем. Ну тогда расскажите подробнее, что это были, это с какой начинкой пироги были, ну, с чем вообще они были? Планировали как бы сделать, конечно, ассортимент, ну как бы сыр это самое главное. Да, в первую очередь. Ну, и листья хотели. Но с листьями была небольшая проблема с транспортировкой. Ну, пробовали. А вот вы сыр местный использовали? Сыр мы использовали местный, да. Вот есть местный производитель сыра Алан Абаев. Он когда узнал... Нет, я имею в виду да, я вам... в Монако местный, нет? Нет, местный вы наш. Отсюда, конечно, да. И вот это Алан Абаев, значит, предоставил нам сыр, когда узнал, что мы будем представлять Осетию на международном гастрономическом фестивале. Вот. Это целая история была на самом деле. Ой, расскажите, как вы вообще довезли. Мне кажется, сложно вообще до Москвы довезти сыр. Ну да, вот мы использовали всякие термопакеты, там при первой возможности в холодильник перекладывали его, все. Ну, все тревоги остались позади. Когда испекли первый пирог, когда сыр потянулся вот так с пирога, да, это уже было все. Выдохнуть можно было, что все хорошо. А еще знаете, что мне интересно? Вот когда многие хозяйки покупают печки домой, то вот духовые шкафы они перестраивают именно для осетинских пирогов. У нас даже, по-моему, есть такие отдельные мастера, которые занимаются только этим, которые настраивают печки под осетинские пироги. Вот с этим не было у вас проблемой, не знаю, со сковородкой? Ну, проблемы не было там? С Осетии мы полетели не только с сыром. Мы взяли уже и проверенные сковородки с собой. Конечно же, Тебайшин, чапельник, куда же без него, счастливый наш. Вот. А насчет печки, конечно, переживали. Печку-то невозможно перевезти отсюда туда. Переживал весь день. За день до фестиваля целый день об этой печке думал. Репетиции какие-то были? Не было никаких репетиций, ничего. Вот именно что. Да, целый день думал, ну испечет печка, не испечет, испечет, не испечет. Но все-таки ответственность какая. Осетию представляю. Да, и звезды над Монако сложились как надо. Да. Печка не подвела, да. Первый пирог прям выскочил красивый, румяненький, все как надо. Но фестиваль несколько дней был, да? Вот что было в первый день, второй день? Вообще программа фестиваля, она какая была? Программа фестиваля, ну, если коротко, то обеды, ужины, мастер-классы, дегустации, авторские меню, да, от мировых шеф-поваров и российских шеф-поваров. Все это проходило в невероятно красивом месте, на самом деле. Монако, на берегу моря, в историческом порту Иркюль, на площадке клуба «Монарх», ресторан-клуб там. Вот. И, ну, в общем, там было очень круто, да. А осетинов там не было? Вот собрались в этом месте осетины? Вы знаете, там, по-моему, пару осетинов было. Мне сказали, но я как бы не встретил. Да. Ну, нет, я не встретился, да, но сказали, что там один был. Ну, мне кажется, и в Монако много осетинов. Ну, да, да. Были они на фестивале, и вообще наверняка осетин там много вообще по всему миру. Ну, дай бог, чтобы больше и больше было.
Да, спасибо вам, что вы пришли, но я сейчас еще предлагаю посмотреть нашу рубрику. Раз мы заговорили об осетинах по всему миру, мы вот решили создать такую рубрику, где осетины с разных концов нашей земли передают приветы нам и рассказывают о том, как они скучают по малой родине. Я предлагаю посмотреть. С вами прощаюсь. Спасибо, что сегодня пришли. Спасибо большое.